Инвизибилизация. Ирландский является первым официальным языком этого штата. Тот, кто говорит на нем, находит на своем пути ненужные препятствия. Наш язык получил полный рабочий статус в ЕС 1 января 2022 года. Гэльский народ надеялся, что это, а также закон о поправках к официальным языкам, подписанный 22 декабря 2021 года, положит начало указу, основанному на правилах. Примеры случаев показывают подавление, которому подвергаются говорящие на ирландском языке. Клиент в письме на ирландском языке, копия уполномоченному по языку, сообщил компании «Ирландская вода» 14 декабря 2015 года, что его засыпали счетами на английском языке за недвижимость, которую он не зарегистрировал. Компания не ответила и не объяснила, откуда у нее был указанный адрес в соответствии с ГДПР, орган по защите данных, процедуры. По телефону, когда был выбран вариант обслуживания на ирландском языке, компания «Электронный голос» сообщила, что для ответа на звонки потребуется период ожидания до 2 дней. Клиента заставили говорить с компанией по-английски, которая не ответила на его вопрос. 17 декабря 2015 года комиссар по языку ответил, что он не несет ответственности за «Ирландская вода». 3 марта 2016 года заказчик обратился к омбудсмену, который также сообщил, что «Ирландская вода» не входит в его компетенцию. Омбудсмен сказал, что комиссия по регулированию энергетики, или КР, старая комиссия по регулированию энергетики, следует подойти. Не понимая, что такое КВЖД имело отношение к проблеме, написал клиент уполномоченному по защите данных. Комиссар заявил по-ирландски, что юридические вопросы, касающиеся частных данных, были отменены, чтобы компания «Ирландская вода» могла найти людей, с которых можно будет взимать плату. Он сказал, что клиенты имеют право знать, как «Ирландская вода» получила их адреса, даже если ошибочно. Государство проигнорировало право потребителя, глядя на еще один неправильный просроченный счет от компании «Ирландская вода». Клиент, наконец, написал 13 июня 2016 года в КР. В июле 2016 года КР в письме на 4 страницах мелким шрифтом на ирландском языке дал подробные юридические требования, которые необходимо выполнить, прежде чем этот орган сможет оказать помощь. Это письмо выглядело как формальное препятствие для говорящих на ирландском языке. В любом случае, плата за воду столкнулась с растущей политической реакцией и была отменена до того, как пришлось нанять адвоката, говорящего по-ирландски. Компания «Ирландская вода» никогда не читала и не была обязана читать оригинальное письмо, которое клиент написал им на ирландском языке в 2015 году. Если бы клиент обращался с государством подобным образом, его, скорее всего, посадили бы в тюрьму. Энергетическая компания СБ Сети и их подрядчики уведомила клиентов об обновлении интеллектуального счетчика электроэнергии на ирландском и английском языках. Их сотрудники всегда были вежливы, но клиенты не могли договориться через ирландский язык. 1 мая 2021 года клиент из округа Литрим позвонил по телефону, чтобы договориться о встрече для установки. Он решил говорить по-ирландски. Электронный голос от компании по установке интеллектуальных счетчиков МД Удобства сообщила, что ответ придет через 2 дня. Клиент из Дублина позвонил в компанию Circuit 3 февраля 2023 года. Он хотел поговорить по-ирландски, чтобы организовать электрообслуживание. В конце концов, электронный голос сказал по-английски: «В данный момент никто не может ответить на ваш звонок. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после гудка». 7 февраля была доставлена открытка с просьбой на английском языке назначить встречу. Впоследствии, без предварительной записи, приехал электрик и все равно выполнил работу. Согласно опросу Союза студентов Ирландии, проведенному 15 марта 2021 года, в сфере образования около 67% учащихся 3-го уровня, недавно окончивших среднюю школу, хотели бы, чтобы ирландский язык стал обязательным школьным предметом.
Однако только 5% студентов сказали, что его преподают как разговорный язык, неймадет, куадин анхибет, как говорили римляне, никто не дает того, чего у него нет. Обучение языкам в целом финансируется недостаточно. У учеников больше нет знаний грамматики английского, ирландского, французского или любого другого языка. С 1970 года родители требовали от правительства создания школ с ирландским языком обучения. Рост числа полностью ирландских школ за пределами ирландоязычных регионов подтверждает признание родителями ценности нашего родного языка. То, что некоторые люди обратятся к колониальной культуре, исключая свою собственную, психологически интересно. Дети, родители и учителя из 5 полностью ирландских начальных школ объявили, что 7 июня 2022 года у ворот Министерства образования откроется полностью ирландская средняя школа, чтобы подчеркнуть необходимость таких школ. В Южном Дублине. Там 44 полностью английских средних школы, но не так много, как одна полностью ирландская школа. Онлайн-руководство Ирландской службы здравоохранения состоит из 3 частей для всех, кроме говорящих по-ирландски. Часть 1 содержит информацию о том, как получить доступ к различным видам медицинской помощи. Часть 2 содержит информацию об услугах специалистов, а в части 3 рассказывается, что делать в чрезвычайной ситуации. Руководство доступно на английском, албанском, арабском, болгарском, фарси, французском, грузинском, курдском, пушту, польском, португальском, румынском, сомалийском, испанском, урду. Дети, родители и учителя из 5 полностью ирландских начальных школ объявили, что 7 июня 2022 года у ворот Министерства образования откроется полностью ирландская средняя школа, чтобы подчеркнуть необходимость таких школ. В Южном Дублине. Там 44 полностью английских средних школы, но не так много, как одна полностью ирландская школа. Онлайн-руководство Ирландской службы здравоохранения состоит из 3 частей для всех, кроме говорящих по-ирландски. Часть 1 содержит информацию о том, как получить доступ к различным видам медицинской помощи. Часть 2 содержит информацию об услугах специалистов, а в части 3 рассказывается, что делать в чрезвычайной ситуации. Руководство доступно на английском, албанском, арабском, болгарском, фарси, французском, грузинском, курдском, пушту, польском, португальском, румынском, сомалийском, испанском, урду. Опять же, во время пандемии коронавируса особенно плохо обслуживались ирландскоязычные жители. Главный санитарный врач организации ХАС и извинился перед говорящими на ирландском языке, которые пытались записаться на прием к вакцинации от COVID-19, но не смогли сделать это на ирландском языке. Некоторые говорящие на ирландском языке затем тщетно пытались вместо этого зарегистрировать свою встречу на ирландском языке по телефону. ХАС и этому сошло с рук неправдоподобные оправдания. Официальный минимализм в управлении здравоохранения проявился в отчете в январе 2022 года об ущербе, нанесенном детям службой психического здоровья Южного Керри. Газета Irish Independent от 23 января 2023 года опубликовала разоблачительный отчет о последующих наблюдениях за сотнями детей по всей стране, страдающих психическими расстройствами, за которыми не следили, но которые часто годами продолжали принимать психически вредные препараты. Доктор Сьюзан Финерти, инспектор службы психического здоровья, опубликовала свой предварительный отчет, который на несколько дней попал в заголовки новостей. Телевизионная программа РТ и в феврале 2023 года было выявлено расследование, согласно которому государство ошибочно удержало выплаты пособий 12 тысяч людям с ограниченными возможностями. Также в феврале 2023 года было выявлено завышение цен на оборудование в домах престарелых и ХАС и начало многомиллионной выплаты тысячам пациентов, которые платили завышенные цены, начиная с 1970 года.
Уязвимые люди, будь то до рождения, страдающие инвалидностью или приближающиеся к концу своей жизни, остаются без защиты на земле нашего героя Ир, в честь которого назван наш остров. Комиссар Гарда Дрю Харрис сообщил комитету Идарас на Галктахта в мае 2021 года, что в Галктахт на 12% увеличилось количество гарди, которые могут говорить по Ирландской области за последние 10 лет. Он сказал, что будет возглавлять группу по управлению ирландским языком, чтобы подчеркнуть важность ирландского языка, и сказал, что гарди необходимо привлекать говорящих на ирландском языке. 3 из 600 новых членов, приведенных к присяге в 2020 году, могли говорить по-ирландски. Он принял разочарование комиссара по языку и признал, что то, что сделали силы, потерпело неудачу. Перемещение населения, фактически узаконившее вторжение, зафиксировано во всех 7 районах Гельтахта, население которых составляет 96 090 человек. Доля ежедневно говорящих по-ирландски падает. В период с 2011 по 2016 год она упала на 11% с 23 175 до 20 586. Жилищная политика штата исключает ирландский язык из повседневного языка. Советы графств могут добавлять языковые условия к разрешению на строительство, чтобы зарезервировать определенный процент домов в новых жилых комплексах для покупателей, свободно владеющих ирландским языком. 30% покупателей в одних регионах проходят проверку на свободное владение языком, а 80% в других. Ложные тесты являются обычным явлением.